В Сыктывкаре открылся новый флагманский центр «Мои документы». На сегодняшний день это самый крупный МФЦ в Коми, который объединил под одной крышей не только пункт для приема посетителей, но и подразделения для обеспечения деятельности многофункциональных центров по всей республике. Ксения Лосева побывала на официальном открытии. Больше никаких одинаковых окошек и неудобных сидений. Новый МФЦ – это не просто учреждение по оказанию услуг населению, но и многофункциональное пространство, после посещения которого останутся только положительные впечатления, обещают сотрудники. Кофе-зона, детская игровая комната, бесплатный Wi-Fi и даже фотозона – все продумано до мелочей. Заявителя встречает у нас администратор, выясняет, что необходимо. Зачем заявитель обращается. После того, как мы выясняем, мы выдаем талон заявителю. Заявитель получает талон, мы его отправляем в зал ожидания. Максимальное время ожидания – 15 минут. Впрочем, сегодня всех посетителей принимают сразу. Проблемы очередей здесь не будет. В новом здании количество окон приема и выдачи документов увеличили с 15 до 23. Площадь зала обслуживания и вовсе стала в 2 раза больше. Сегодня в МФЦ можно получить более 350 услуг. В планах расширить перечень до 600, чтобы каждую можно было получить в одном окне. Сегодня важный день, в первую очередь, для наших жителей Республики Коми. Мир меняется. Услуг, которые мы предоставляем в электронном виде и с помощью наших центров «Мои документы» увеличивается. Будет еще одна услуга добавлена в качестве эксперимента. С коллегами проговорили, откроется одно окно для бизнеса, потому что сегодня это для нас также является приоритетом. В среднем за год МФЦ обслуживает около 800 тысяч заявителей. Это чуть больше 70 тысяч человек в месяц. Нагрузка большая, но теперь справляться с ней будет легче. Новый офис позволит внедрить и ряд новых услуг. Так, например, здесь откроют бесплатные консультации юриста, нотариуса, специалистов Роспотребнадзора, жилинспекции, Госпожнадзора и других. Они будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Работники органов приходили к нам по несколько раз в месяц и в зале ожидания просто людей консультировали. Но это было связано с рядом неудобств, потому что у людей есть личная, конфиденциальная информация, которую бы они не хотели, чтобы все находящиеся в зале люди могли услышать. Поэтому вот сейчас, когда у нас есть отдельное помещение для этих целей, это будет в конфиденциальной, закрытой обстановке, можно будет обсудить все свои проблемы, получить первичную консультацию. Планируют в новом здании предоставлять и еще одну актуальную услугу – получение выплаты на ребенка от 8 до 17 лет. В начале мая здесь проведут эксперимент. Первые 10 дней будут работать в выходные дни, чтобы оценить востребованность новой услуги, а после перейдут на работу по воскресеньям по предварительной записи. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.